Ваша еда всегда самая вкусная. Без исключений. Вы переживаете, когда мы лучшие, и когда лучшие не мы. Вы нас выручаете в трудную минуту. Или просто радуете, а мы выручаем вас. Иногда вы ближе всей стране или какому-нибудь другому ребенку. Для вас нет чужих детей. И даже если мы теряемся, вы нас все равно находите. Хотя нас это никак не оправдывает. Мы для вас всегда дети. Вы всегда на нашей стороне, даже когда нам кажется наоборот. Вы все всегда понимаете, но или очень стараетесь понять. Вы с нами говорите и до, и после. Вы храните то, что мы думали неважно. Вы вторгаетесь в нашу личную жизнь, и у нас возникают проблемы. Вы перестаете это делать, и снова проблемы. Вы всегда точно знаете, что для нас хорошо. И даже в нашей квартире вы чувствуете себя хозяйкой. Мы на вас так похожи, даже если отличаемся внешне. Случается, что вы в чем-то в семье не первая. Но только не в том, что для всех важно. Вам гораздо больнее, когда нам больно. И папа может быть рядом, но вы всегда чуть ближе. И ничего не ждете взамен. Ну, если только самую малость. Ноябрь – месяц перехода, смены, когда краски осени скрываются под белым полотном, знаменуя приход зимы. Символично, что уже более 20 лет мы провожаем календарную осень одним из самых важных праздников – Днем Матери. Мама – это уют, забота, абсолютная любовь. Это то самое слово, которое необходимо человеку на любом этапе жизни. Дорогие мамы, позвольте поздравить вас от лица сотрудников и студентов Акмулинского университета и вновь признаться вам в любви. Слово для приветствия и поздравления предоставляется председателю Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, ректору Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Салавату Талгатовичу Сагитову. В нашей жизни очень много самых разных праздников. Есть праздники шумные. Кстати, Мустай Карим говорил, что если праздник не выходит из дома, это не праздник вовсе, а так себе праздничек. И таких праздников очень много. Это и Новый год, это и государственные праздники, и много других. Есть праздники семейные, которые принято отмечать где-то по-тихому, скромно, с большой душой. Есть праздники профессиональные, и у нас с вами, коллеги, появился 19 ноября праздник преподавателя высшей школы. Но есть такой праздник, который, может быть, и не заметен, или не столь заметен в этой череде праздников. Это День
матери, День мамы. Он не выпячивается, в этот день не гремят фанфары, в этот день не запускают фейерверки, не запускают салюты. Наверное, в этот день каждый из нас вспоминает добрым словом свою маму, если есть возможность, звонит, поздравляет и обнимает ее. И самое главное, наверное, еще раз говорит слова благодарности за многое, что есть в нашей жизни. Из детства, из старых мудрых сказок мы читали и, наверное, не понимали, а уже потом, повзрослев, понимаем, что на самом деле самые мягкие руки – это руки мамы, самые добрые – это материнское сердце, а самое ласковое – это материнский взгляд. Я хотел бы поздравить всех тех, кому выпало счастье стать мамой, всех тех, кто пестует своих детей уже много-много лет, или буквально, может быть, 1, 2, 3 месяца. Это то, что дает нам Всевышний, это то счастье, которое определено и которому нельзя, наверное, нарадоваться. Ровно так же, как нельзя нарадоваться и как нельзя высказать словами все то, что в душе у каждого о своей маме. Спасибо вам за все. Спасибо, что вы не спите ночами, что вы не спите ночами, даже когда ваши дети уже взрослые, переживаете за них. Спасибо вам за то, что мыслями и молитвами вы всегда защищаете нас, своих детей. Спасибо вам за то, что мы появились на этом прекрасном белом свете. Я от души поздравляю всех с прекрасным, теплым, еще раз говорю, наверное, тихим и очень душевным праздником, с Днем мамы, и желаю всем, особенно в этот сложный период, крепкого здоровья и большой-большой любви. Дорогие мамы, вы всегда ждете нас на пороге дома. Наверное, от того самого представления о доме ассоциируется в первую очередь с вами. Вы всегда ждете нас из школы, университета, с поздних прогулок, встреч, ждете нас с дальних путешествий, по праздникам. В круговороте событий мы так часто забываем об этом. Спасибо вам за терпение, умение ждать, понимать и прощать.
Язмыш һыҙған тарафтарға китәм. Хәтер тормош тулҡындарын ярам, өмөтөмдө маяк йондоҙ итәм. Киң күңелдәр әйҙә һоҡланһындар, үзләшкәндәр ҡара янһындар. Минән алда имен һау үткәндәр, һөйөнөшөп ҡарышып алһындар. Язмыш беҙгә яҙғанды тарата, һәр кем хыялына ҡарата. Хыялға хыянат итмә, хыял ҡыйыуҙарҙы ярата. Бар теләгем яңғыҙ йәшәгәндәр, осратһындар инеп барҙарын. Тормош диңгеҙендә аҙашҡандар, тапһын ине туҡтары ярҙарын. Язмыш беҙгә яҙғанды тарата, һәр кем хыялына ҡарата. Хыялға хыянат итмә, хыял ҡыйыуҙарҙы ярата. Ярата. Язмыш беҙгә яҙғанды тарата, һәр кем хыялына ҡарата. Хыялға хыянат итмә, хыял ҡыйыуҙарҙы ярата. Ярата. Я соткала свой парус из мечты, эта судьба рисует мне мосты. Я за волнами в омут с головой, забудьте водною бегу звездой. И как маяк сияние души сгорает те, кто предавать спешит. Нам предначертан ветром светлый путь, в открытом сердце хочется тонуть. Не изменяй мечте, иди вперед, нам мир откроет новый поворот. И воздастся небесами, смелых любит страница мечта. Не изменяй мечте, иди вперед, нам мир откроет новый поворот. И воздастся небесами, смелых любит страница мечта. Мама – это компас, ориентир, наставник, первый и самый главный учитель в жизни каждого человека. Мы, как будущие педагоги, понимаем значение учителя в жизни каждого. Однако роль матери подменить и заменить невозможно. Пусть же, несмотря на невзгоды и расстояния, любовь ваших детей согревает ваши сердца. Я хорошо разбираюсь в людях, но не в самой себе. Не бойся менять свою жизнь, если ты в полной дыре. Если вам разные стороны, забудь и отпусти. Живи моментом и себя люби. В моем пространстве живут киты, мечты, цветы. В моем пространстве так много красоты, и нет места для пустоты. Я отрезаю прошлое, на пути новые двери. Ты только поверь мне, настанет то время. С улыбкой ты встретишь и больше не заметишь невзгоды души, лживые миражи. В моем пространстве живут киты, мечты, цветы. В моем пространстве так много красоты, и нет места для пустоты.
сейчас, не упусти ты свой шанс. В моем пространстве живут киты, мечты, цветы. В моем пространстве так много красоты, и нет места для пустоты. Я помню спальню и лампадку, игрушки, теплую кроватку и милый кроткий голос твой. Ангел-хранитель, я с тобой. Бывает, раздевает няня и полушепотом бранит, а сладкий сон, глаза туманя, меня к плечу ее манит. Ты перекрестишь, поцелуешь, напомнишь мне, что он со мной. И верой в счастье очаруешь. Я помню, помню голос твой. Я помню ночь, тепло кроватки, лампадка в сумраке угла и тени от цепей лампадки. Не ты ли ангелом была? Наш мир полон загадок и тайн. Каждый день готовит нам открытия маленькие или большие. И, будучи на пороге разгадки, именно вы держите нас за руку. Вы наше вдохновение, вы наша поддержка. Пусть же ваши глаза так же ярко горят, ведь именно их блеск помогает нам не заблудиться в самой темной ночи.
Дорогие мамы, позвольте еще раз поздравить вас и пожелать счастья, тепла и любви. Спасибо вам за вклад в наше развитие и становление. Байрам менен, с праздником! Не бойся мечтать, когда на душе темно, если кажется, что миру все равно, знай, всегда будет тот, кто протянет руку тебе, простит и поймет. Ты только иди вперед, и как это жизнь, вся наша жизнь. Ты только держи, ты только держись, пусть пламя любви коснется твоей души. Не бойся мечтать, верить и жить. Ты моя мама, я знаю, ты самая-самая мама. В жизни каждого главная мама. Ты здесь со мной, здесь со мной. Я так люблю родной голос твой, мама.